Доброе утро! В эфире телеканалов Якутия-24 и НВК Саха. Программа «Утро Якутии». После небольшого перерыва мы снова на ваших экранах. Да, в этот день, четверг, который можно немножко считать понедельником, мы рады подарить вам улыбку, настроение и вообще настроить на позитивный, плодотворный рабочий день. Мы — это Катерина Винокурова, Павел Танин. Эту неделю мы с вами и завтра тоже будем с вами. Поэтому ура, этому имеет смысл улыбнуться и порадоваться. Сегодня в нашем эфире мы расскажем вам о том, зачем приезжал известный разработчик человек-антивирус Евгений Касперский в Якутию. А с нашим гостем Егором Мандаровым поговорим о том, как запустить успешный стартап. Да, также затронем такую немаловажную тему, как восстановление обоняния после перенесенного заболевания ковид, собственно, потому что это симптом, который сопровождается, болезнь сопровождает и многим доставляет неудобства. Как же восстановить обоняние свое? Ну, об этом будем подробно разговаривать. Ну, а также вас ждут наши постоянные рубрики, сюжеты и много-много полезной, необходимой информации. Ну и хотим напомнить, что если среди вас есть интересные люди, соседи, друзья, знакомые, интересные личности, то вы нам можете о них рассказать посредством нашего WhatsApp номера 8 914 273 4488. Предлагайте свои идеи для наших материалов, предлагайте каких-то интересных людей, пишите, задавайте нам вопросы. Ну а самые интересные материалы из выпусков, которые уже были в эфире, вы всегда можете найти на нашей странице в Instagram #Утро_Якутии. Ну а выпуски целиком можете посмотреть на YouTube. Просто достаточно вбить в поиске «Утро Якутии» или же найти канал Якутия-24. А каждое утро мы совершаем обязательный ритуал, такой как чистка зубов. Приспособления, подобные зубной щетки, использовали еще народы Азии, Африки, Южной Америки в 4-3 веках до нашей эры. Древние римляне пользовались для чистки зубов специальными мазями и деревянными палочками, а также порошками, изготовленными из жженого оленьего рога. Да, ну а в Индии с древних времен и до наших дней, в принципе, использовали веточки специальные с листвой для чистки зубов. Ну а говоря про более привычный нам способ, зубная щетка была запатентована ровно 84 года назад. В 1938 году, 24 февраля, первый патент на зубную щетку был выдан. И вот в нашу жизнь, причем на щетку с искусственным волокном, что немаловажно. И с тех пор она плотно закрепилась в нашей жизни. Какие еще сегодня даты можно отметить, узнаем прямо сейчас. На календаре 24 февраля. Сегодня отмечают день рождения лотереи, день кукурузной лепешки, день цифрового обучения. По народному календарю в этот день чтят память священномученика Василия Севастийского, епископа. В народе его считают покровителем домашнего скота. В этот день принято проводить обряды и совершать заговоры от нечистой силы. Также существует традиция освящать в церкви ржаной каравай, который затем раздают всем домашним животным. На Васильев день нежелательно работать. Это может навлечь болезни на скот. События в этот день. Папа Григорий XIII своей буллой «Интер Грависсимас» объявил о реформировании летоисчисления и введении григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран планеты. Писатель Николай Гоголь сжег второй том своей поэмы «Мертвые души». Была выпущена первая зубная щетка с искусственным волокном из нейлона. В телеэфир впервые вышла передача «Очевидное невероятное». В этот день родились Федор Ушаков, русский флотоводец и адмирал, командующий Черноморским флотом. Вильгельм Гримм, немецкий филолог, один из братьев-сказочников. Константин Федин, русский советский писатель, первый секретарь Союза писателей Советского Союза, герой социалистического труда. Максим Штраух, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза. Рикардо Фредо, итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер. Эммануил Казакевич, советский и еврейский прозаик, поэт и переводчик. Татьяна Яблонская, советский украинский живописец, народный художник СССР. Мишель Легран, французский композитор, пианист, дирижер, певец. Майя Кристалинская, советская эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР.
Елена Соловей – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Любовь Успенская – советская и российская певица, исполнительница русского шансона и городских романсов. Стив Джобс – американский предприниматель и инженер, сооснователь корпорации Apple. В этот день 75 лет со дня рождения Леонида Ильича Винокурова, первого главного режиссера Якутского государственного музыкального театра, ныне Государственный театр оперы и балета имени Сивцева Саруна Малона. Именины сегодня отмечают Захар, Егор, Дмитрий, Георгий, Гаврил, Всеволод. Ну а многие, перенесшие коронавирусную инфекцию, даже после выздоровления долгое время жалуются на отсутствие обоняния или искаженные запахи и вкус. Насколько эти последствия вируса обратимы, с чем они связаны и как их лечить, мы поговорим с нашим гостем. Это Лилия Михайловна, врач-отоларинголог. Лилия Михайловна, доброе утро. Да. Насколько вообще чаще люди стали обращаться вот именно с жалобами на нарушение обоняния, ну и на фоне переболевшего ковида и так далее? Ну да, чаще. Если говорить в целом, потеря обоняния занимает такое вот важное значение, нередкое состояние. То есть это достаточно распространенный симптом? Да, распространенный симптом занимает около 20% во всем мире. Люди страдают нарушениями обоняния и вкуса тоже. А вот почему теряется обоняние и из-за чего? Почему при коронавирусе вирус именно действует на рецепторы, на рецепторы обоняния и очень хорошо проникает в клетки. Если в клетку проникает вирус, то и нарушается работа клетки. А эти клетки, как бы поддерживающие нервную клетку, ну, обонятельные, вкусовые, да, и они недостаточно питают. Нарушается работа клетки, и из-за этого вот снижение обоняния. Ну, вот когда только стало известно, да, что при ковид пропадает обоняние, сначала это казалось достаточно таким страшным явлением, потом успокоились все, потому что это не постоянное, в принципе, явление. Как правило, восстанавливается оно потом обратно. У всех по-разному. В среднем, через какой промежуток времени можно уже смело говорить, что обоняние восстановилось после перенесенного заболевания? Примерно в среднем на второй-третьей неделе. Ну, спустя второй-третьей недели. Но иногда, конечно, остается потеря обоняния длительное время. Тогда нужно подумать, что это поражение уже более глубокие слои, до кортикальных слоев головного мозга. Но больше какого промежутка невосстанавливающееся обоняние уже является, так сказать, сигналом, что нужно обращаться к специалисту? Ну, больше месяца. Надо обязательно осмотр лор-врача, невролога, пройти обследование. Ну, страшно представить, что некоторым обоняние не возвращается вообще. Есть такие люди. Либо жалуются на искажение запахов и вкусов, да? Вот. Почему так происходит, с чем это связано, что делать? Это все индивидуально, организм у всех разный, и, скорее всего, это период восстановления рецепторов. Может быть, искаженные такие изменения вкусовые, обонятельные. Бывает также снижение слуха. И, ну, время нужно для этого. Время. Ну, как-то может помогать себе? Помогать себе можно пройти курс реабилитации, пройти медикаментозную терапию, то есть это витамины группы В, наотропы, чтобы хорошее питание было нервов. Может быть, есть какая-нибудь, назовем ее так, нюхательная гимнастика? Да, нюхательная гимнастика тоже есть, эфирными маслами. Это 3-4 штук масел, разные по запаху.
Можно там гвоздика, роза, лимон. И, то есть, гимнастику надо делать открытыми глазами и ментальные вот механизмы тоже оставить. То есть... Ну, то есть мы что-то нюхаем и смотрим, да, на что, чтобы и понимать. представлять надо, что ты не Насколько это можешь. действенный метод? Действенный метод хорошо тоже показала себя. Вот ваш профиль все-таки как детский врач. Скажите, у детей сильно ли отличается вот постковидное отсутствие обоняния, в отличие от взрослых, или протекает точно так же, без никаких разниц нет? Ну, разниц, скорее всего, нет, но дети, маленькие дети, они не говорят часто, что у меня вот пропал нюх, а взрослый человек будет жаловаться, сразу скажет, что какие-то искаженные, может быть, обоняние или же снижение слуха, снижение слуха, вкуса. Вот такие. Страшно, что ребенок-то и сказать иногда не может, да, что и, возможно, даже не понимает. Ну, если что... маленький ребенок. А так, конечно, более подростки это уже скажут. Ну, вот кроме последствий самого ковида, вот мы почти всю нашу беседу говорим именно про него, какие вообще бывают, в принципе, нарушения обоняния? С чем они могут быть связаны? Ну, При ковиде? Нет, вообще, вообще в целом, да. Механизм, ну, два механизма есть. Первый механизм – это периферического характера, то есть поражение идет именно в полости носа. Тогда как вот сезонная аллергия, полипы в носу, другие вирусные инфекции, парагрипп, риновирусы, вирус Эпштейн-Барра тоже, может быть, повлияет. А есть более уже центрального характера, ну, типа механизм, это уже страдает головной мозг. То есть при рассеянном склерозе, при болезни Альцгеймера, ну, такие вот болезни. То есть более неврологическое, я бы сказал, явление. Да, более неврологическое. Так, ну, на этом большое, конечно, спасибо. Мы вам хотим сказать, что поделились действительно важной информацией. Ну и, наверное, подытожить стоит, что если что-то у вас в носу не так в части обоняния, всегда лучше обратиться к врачу. Да, Лилия Михайловна, спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо за Ну, а мы ненадолго информацию. прерываемся, продолжим далее. Доброе утро, в эфире новости. В республике продолжается акция «Предупреди пожар, установи АДПИ». В рамках акции председатель Государственного комитета по безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков установил автономный домовой пожарный извещатель в многодетной семье Артемьевых. Это устройство предназначено для своевременной подачи сигнала тревоги в случае очагов возгорания. Установка таких устройств – один из способов профилактики пожаров. Громкость устройства, устанавливаемых в квартирах, достаточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбудить крепко спящих людей. Данную акцию мы начали в 2021 году, и в этом году мы приняли решение это продолжить данную акцию. И, пользуясь случаем, я передаю данную эстафету министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Емельянову Вячеславу Павловичу, главе администрации муниципального района Булунский Улус район Андросову Афанасию Афанасьевичу и руководителю нашей государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия Босикову Руслану Захаровичу. Более 180 домов в микрорайоне Марха в столице республики бесплатно подключат к газу в рамках президентской льготной программы. До конца 2022 года программа «Социальная газификация» охватит более 2000 домовладений республики. Подать заявку на бесплатное подведение газа до границ земельного участка можно на сайте регионального оператора компании «Саха-Транснефтегаз» через портал «Госуслуги» и в центре «Мои документы». Бесплатное подключение доступно тем, чьи дома находятся в границах газифицированных населенных пунктов.
На территории региона продолжается зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов. На сегодняшний день инспекторы-экологи провели работу по 800 маршрутам. Из них половина выполнена в общедоступных охотничьих угодьях. В общей сложности до 10 марта инспекторы-экологи должны охватить более 5000 маршрутов. По их словам, учет проводится в течение 2 дней, где учитывают только свежие следы. Далее заполняют карточку. После чего все карточки передаются в департамент охотничьего хозяйства, и на их основании устанавливается численность диких животных, определяют квоты и лимит добычи в следующий охотничий сезон. Вступили в силу новые методики учетов. Это у нас зимний маршрутный учет, авиаучет, есть учет методом прогона и на местах искусственной концентрации. Вот эти вот 4 методики. Ну, в нашем регионе используется 2 методики. Это зимний маршрутный учет и зимний авиаучет. Дан старт регистрации волонтеров на 7-е международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке в этом году. Волонтером игр может стать молодой человек в возрасте от 16 лет. Предварительные даты работы с 23 июля по 10 августа. Волонтеры будут задействованы на основных функциональных блоках игр, в том числе во время сопровождения команд и делегаций, информационной работы, аккредитации, встреч и проводов. Для волонтеров будет предусмотрено проживание в студенческих общежитиях, специализированное обучение, современная и стильная форма, питание, трансфер до удаленных объектов работы, а также награждение благодарственными письмами по итогам работы. Доброе утро. Мы продолжаем. Это «Утро Якутии». Да, в четверг, 24 февраля, и мы этот день встречаем вместе с вами. Ну и традиционно мы в этот день, в четверг, каждую неделю рассказываем о детях, которым нужна семья, которые ее ищут и ждут, конечно же. И вот еще одна история, на которую стоит обратить внимание. Сегодня мы познакомим вас с сестрами, 11-летней Наташей и 10-летней Леной. Они очень любят петь, рисовать, танцевать. Ходят в школе танцевальный коллектив «Улыбка». Справа с меня сидит Наташа, ей 11 лет. Она девочка очень мягкая, ласковая, требовательная к себе, уравновешенная, спокойная, талантливая. И ко всему этому еще аккуратная. Любит делать поделки. Очень хорошо шьет мягкие игрушки. Слева от меня сидит Лена, ей 10 лет. Она девочка у нас спокойная, немногословная, очень ответственная. Начатое дело доводит до конца. Любит помогать всем. Сестры очень хорошо танцуют. Вместе с педагогом они разучивают танцы разных направлений. Наташа, а о чем мечтаешь ты? Стать учителем. Я мечтаю стать врачом. Мы надеемся, что мечты девочек сбудутся. У Наташи и Лены есть родной брат Витя. Ему 9 лет. Витя у нас очень дружелюбный, смышленый, любознательный, но, как все мальчики, подвижный мальчик. Учится в 1 классе 22-й школы очень хорошо. В классе его учительница хвалит, потому что старается. Особенно ему нравится урок математики. Ему легко поддается решать логические задачки, отгадывать загадки. А еще Витя делает разные поделки. Мы в Новый год делали поделку «Снеговик», «Зимний город». Это якутский ковер. Супергерой. Подолгу и увлеченно Витя решает разные головоломки, при этом доводя дело до конца. Мы очень надеемся, что для Вити и его сестер Наташи и Елены найдется семья.
самым потребляемым в мире продуктом является чай. Сейчас на прилавках магазинов и специализированных чайных лавок такое разнообразие различных сортов, что глаза разбегаются. Да, и всегда возникает вопрос, как же не заблудиться вот в этом всем разнообразии, как же выбрать то, что действительно подойдет тебе. И как вот у дорогих всяких вин и других напитков есть свой сомелье в чае, а называют его ти-тестер. Узнаем, что это за профессия. Всем добрый день, меня зовут Иванов Лазарь, я являюсь чайным специалистом уже на протяжении 4 лет. И сегодня я вам поподробнее расскажу о своей профессии и что это вообще значит. Сама работа ти-тестера изначально она появилась примерно в 16-17 веке, как только уже зародился чай. И уже в то время появились люди, которые начали изучать данную культуру и распознавать разные вкусовые ноты, распознавать градации вкусовых изменений в зависимости от региона, в зависимости от культивации, в зависимости от метода сбора, в зависимости от переработки и так далее. Потому что все эти факторы влияют очень сильно на итоговый вкус напитка. Но особую распространенность данная профессия в России и в частности в нашей республике нашла относительно недавно, в современном 21 веке, это примерно 2010-2012 года. Какие качества в человеке нужны будут, чтобы работать ти-тестером? Ну, в первую очередь, само собой, это любовь к чаю и любовь к распознаванию чего-то нового, чего-то необычного. Потому что каждый чай будет иметь все равно свои особые вкусовые черты. Какие знания понадобятся человеку, чтобы вступить в данную профессию? В первую очередь, это даже не знание химии, биологии. Конечно, базовые элементы и базовые знания вам пригодятся, но в первую очередь это все-таки нужно будет хорошо знать процесс создания и приготовления чая. Потому что чай – это, знаете, такая удивительная штука, где, по сути, самую особую распространенность имеет камелия китайская. Это классический, истинно исконный куст, из которого делают практически все чаи. Это касается черных, зеленых, улунов, белых, красных и так далее. И вот, дорогие друзья, представьте, один чайный лист от одного и того же растения, в зависимости от региона произрастания, в зависимости от разных условий произрастания, от разных методов переработки и сбора, может быть абсолютно совершенно разным. Может идти градация от абрикоса, персика или каких-нибудь очень нежных цветковых полевых вкусов. И лично меня особенно именно это притягивает. Говоря про притяжение, собственно, сама Якутия, она притягивает многих людей со всего мира, путешественников, различных туристов, просто известных людей. И удачно, когда такие визиты заканчиваются чем-то полезным. Вот на днях в Якутск, например, прибыл человек, которого знают, ну, если не каждый первый, каждый второй точно. Это Евгений Касперский, руководитель, основатель лаборатории по кибербезопасности. Чем ему запомнился визит, причем уже не первый, а который второй по счету, если не ошибаюсь, визит в Якутск, чем ему запомнился, расскажет Александр Хавренко. Человек-бренд, человек-легенда. Его фамилию знает, наверное, каждый обладатель компьютера. Евгений Касперский, разработчик и предприниматель, создавший много лет назад лабораторию по разработке антивирусов. И сейчас иконка с его фамилией есть практически на каждом втором мониторе компьютера. Кроме того, Касперский опытный путешественник, несколько раз объехал вокруг земного шара и в очередной раз заглянул в Якутию. Путешествуя из Магадана, он заехал в Аймикон, а потом отправился в столицу республики. Вот эта красота, холод и вот эти бесконечные просторы по дороге от Магадана до Якутска. Вообще, я считаю, что это одна из самых интересных, самых волшебных, самых красивых дорог в мире. Я много где был, много где катался, я люблю поездить за рулем. И вот зимой, в январе-феврале проехать по трассе Колыма от Магадана до Якутска через Аймикон, а еще, если по какие-нибудь зимники еще повернуть, это красотища вообще неимоверная. Как опытный путешественник и турист, Евгений Касперский видит в Якутии большой потенциал для развития туризма. И я считаю, у меня такое мнение на полном серьезе, что это один из очень таких перспективных туристических маршрутов, и что будет туристический трафик здесь в будущем. Ну, а мы так немножко вроде как первопроходцы. Туристы-первопроходцы от Магадана до Якутска по Колыме. Полный восторг. Чудесно. Всем рекомендую. Рассказываю, фотографии публикую. И все больше и больше
моих коллег, знакомых, друзей сюда привожу. Я считаю, что это очень правильное, хорошее, очень доброе, светлое место. В Якутске же Евгению Касперскому пришлось вспомнить, что в первую очередь он известен людям как специалист в IT-области. И первым делом отправился в IT-парк. Знакомство с резидентами произвело на него неизгладимое впечатление. Потому что, честно говоря, увидеть такой насыщенный 7 этажей здание с больше 100 стартапов, больше 100 компаний, которые работают, это очень хорошо. А больше всего понравилось то, что идет серьезная работа по образовательным программам. Это очень важно, потому что IT, вообще софтверные разработки, вся это кибер, все эти дела, за этим огромное, не просто огромное будущее. Это будет одна из самых востребованных профессий, это уже есть одна из самых востребованных профессий, дальше будет только больше. И то, что здесь уделяется такое внимание данным разработкам, это очень хорошо. Я доволен. Если кто-то сомневается в выборе будущей профессии, стоит ли связывать ее с IT-технологиями и в частности с кибербезопасностью, то вот вам мнение человека, который знает об этом практически все. Кибербезопасность на самом деле сейчас становится все более и более важной областью разработки, потому что кибер прет везде со страшной силой, и это не только там телефоны, не только компьютеры, но на самом деле это и инфраструктура, это критическая инфраструктура, это энергетика, транспорт, все что угодно. И вопросы защиты самых уязвимых, самых опасных элементов инфраструктуры сейчас становится очень важным делом. Именно поэтому, допустим, мы инвестируем довольно большие средства в разработку даже не систем по безопасности, а кибериммунных систем. То есть разрабатывать системы, которые безопасны по умолчанию. То есть они сделаны так, что их хакнуть невозможно. Также Евгений Касперский встретился с главой республики Айсеном Николаевым. Во время встречи Касперский выразил готовность к сотрудничеству с республикой в сфере подготовки кадров, а именно к запуску учебно-образовательных программ и курсов по подготовке специалистов по кибербезопасности на базе Северо-Восточного федерального университета или технопарка Якутия. Александр Хавренко, Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. Ну, а Евгений Касперский является наглядным, пожалуй, примером того, как человек сделал себя сам. Ведь когда-то он начинал с маленького стартапа, хоть и не было такого понятия раньше, но зато оно есть сегодня. Да, и стартапы — это вообще популярная нынче история. Вообще о том, как добиться успеха, признания в этом деле нелегком, в стартапинге, как бы я его сейчас назвал. Об этом мы поговорим с нашим гостем. Егор Мандаров, сооснователь Run with Zippy, стартап Run with Zippy, если не ошибаюсь. Егор, доброе утро. Доброе утро. Вот, для начала давай расскажем, чем же вы занимаетесь, каким был вообще ваш стартап. Он все еще является стартапом пока что. Он все еще есть. Да, он все еще есть. Он все еще стартап. Мы все еще работаем над ним, да. В общем, начинали мы в 2019 году. Работаем над разработкой трекера, получается, да, для занятий бегом. Это такой с виртуальным питомцем, можно сказать, назвать тамагочи для занятий бегом Run with Zippy, где помимо всех базовых функций беговых трекеров есть еще виртуальный питомец, кот по имени Zippy, который зависит полностью от действий самого пользователя. То есть если у нас человек регулярно занимается, то кот у нас, соответственно, хорошо выглядит. И наоборот, если у нас человек начинает пропускать свои тренировки, то он сначала ему грустит, потом он толстеет и в конце концов может просто упасть, лежать и страдать. То есть есть ли такая возможность в этом приложении, просто в 4 часа ночи тебя поднимает приложение, говорит, беги? Нет, конечно, нет, такого нет, да. А в тамагочи был? Но он похож на тамагочи, да? Да. То есть это эмоциональная привязанность к пользователю, это через такого симпатичного, скажем так, персонажа в привычку заниматься спортом, бегом человеку. То есть тренируя Zippy, тренируешься сам. Вот это, можно сказать, наверное, очень такая ценность нашего предложения. Вы запустили акселератор, да? В чем заключается его работа? Нет, мы не запустили акселератор. Мы собираемся запускать информационные курсы про стартап. Это буквально, скорее всего, уже в марте это все будет запущено, где мы будем, собственно, рассказывать про то, как вообще, что такое стартап, как его начать, что делать, там именно эти самые первые шаги, начиная от идеи, заканчивая уже привлечением венчурных инвестиций. Потому что у нас есть существует такая проблема, когда люди, когда у них появляется какая-то классная идея, они тут же сразу бегут его делать,
там, не дай бог, берут кредиты, продают что-то там, свое имущество. Совершают ошибки, да? Да. И в конце концов там очень большой шанс того, что можно просто-напросто прогореть. То есть и наши курсы, вот главной целью наших курсов будет являться как раз-таки повышение компетенций, собственно, предпринимателей наших именно в сфере стартапа, снизить риски провала и немножко, может быть, повлиять на их успех. То есть вот именно подготовить к этому. Ну вот такой мини-вопрос, буквально в 2 словах. Стартап ваш с 2019 года живет, сейчас 22-й, до сих пор это стартап. Когда стартап перестает быть стартапом? Где эта грань? Где этот рубеж? Стартап перестает быть стартапом, когда он уже становится прибыльным, то есть когда он уже достаточно большой, уже есть огромное количество пользователей, привлеченные же средства, деньги, то есть это уже работающая большая компания, да, то есть, допустим, вот InDriver, который тоже начинал как стартап, на сегодняшний день является практически уже корпорацией, почти, потому что там уже 1500 человек, уже свыше там десятки стран, где они работают, и это уже стабильная работающая компания. То же самое с Майтоной. То есть, а стартап это вот как раз-таки это именно такая начальная форма деятельности, когда вот только-только там проверяются вот эти гипотезы, нащупывается почва и привлекаются какие-то первые деньги. То есть эпоха становления, скажем так. Да, это начало самое. Вот говоря про курсы, можем сейчас небольшой... Вперед, да. Вперед, да. С чего вообще стоит начинать разработку своего стартапа? Вообще, когда вот появляется идея, да, вот, его, конечно, в первую очередь необходимо проверить. То есть там, до того, как вообще начать уже вливать в него деньги, начать прям тратить огромное количество нервов, там, команду собирать там, и так далее, эту идею необходимо проверить. То есть изучить рынок, изучить своих потенциальных пользователей, то есть проверить вообще на то, что вообще вот нужен ли ваш продукт или нет. Потому что по статистике вообще 90% стартапов умирают. И самой большой именно причиной, там около 50%, по-моему, это вот как раз-таки то, что продукт, он не востребован, он не нужен просто-напросто. То есть это говорит о том, что вот люди как раз-таки просто сломя голову побежали реализовывать, делать и не стали проверять. То есть это самое первое и основное, что необходимо делать в самом начале. Необходимо проверить. Для этого, конечно, есть проводится целый комплекс мероприятий, про которые мы, собственно, тоже будем там рассказывать. А как можно проверить на своих друзьях, знакомых? Вот вообще ни в коем случае нет. Вот как раз-таки друзья и знакомые – это те люди, которые тебе скажут: да, Катя, это круто. Этого делать делай. Этого делать нельзя вообще. Да. Для проверки, конечно же, необходимо привлекать абсолютно незнакомых людей, которые вообще никоим образом не привязаны, как бы даже, да, вот не имеют к тебе никакого отношения, но, естественно, это должна быть аудитория, которая целевая. То есть вот те люди, под которых ты, собственно, делаешь свой продукт. Ну, то есть возраст, социальный статус и так далее, вот они должны соответствовать твоей потенциальности. Ну, да, это одни из тех критериев, но здесь больше, знаете, наверное, больше по, собственно, зависит от, ну, собственно, от продукта, да, который вы делаете. Допустим, если для какой-то профессии, соответственно, надо брать тех людей, которые там работают. То есть если это для более, не знаю, там, для детей, соответственно, 5 детей брать там, и так далее, и так далее. То есть там факторов очень много. А в каких сферах лучше всего начинать стартап? Есть ответ на этот вопрос? Вот где реально можно не прогореть? Ответа на этот вопрос нет, потому что все-таки это очень такое дело. Можно, конечно, на самом деле посмотреть, наверное, вот на какие-то тренды, которые сейчас идут, потому что все-таки каждый год происходят какие-то вот именно вот такие большие темы затрагиваются, где больше всего денег начинает вливаться. То есть на сегодняшний день, допустим, сейчас вот это вот Big Data, очень актуальная тема. Потом искусственный интеллект, конечно же. И в последнее время, вот буквально где-то полгода, наверное, назад начали говорить очень много про метавселенные. То есть и вот туда, вот в эти сферы это сейчас вливается очень большое количество денег. Но, опять-таки, если говорить про то, где не прогореть, то, наверное, здесь надо сказать то, что лучше делать стартапы там, где у вас есть некая экспертиза. То есть вы, вот, допустим, вот Паша, да, вот Катя, вы уже очень давно работаете в телевидении, вы знаете изнутри, как работает данная сфера, да, индустрия, вы, возможно, видите какие-то проблемы, которые там существуют, и уже на основе этих проблем вы можете начать свой стартап. То есть вот, как-то так, да, экспертиза ваша. Вот, это, наверное, пожалуй, лучший вариант и путь начинать свое дело. Ну вот небольшой такой курс по стартапам мы сегодня же прошли, и, насколько знаем, планируется к работе школа стартапа. Что это такое? В 2 словах, что-то наподобие школы стартапа. Как мне попасть?
Это на ваши курсы. Ну, вот эти вот семинары, которые как раз таки да. планируются, да, в каких числах примерно? Наши курсы, да, мы пока что для себя видим дату 7 марта, старт. Длиться эти курсы будут 2 недели всего лишь, потому что это все-таки прям это, то есть просто знакомство. То есть они у нас нацелены для людей, которые интересуются, что такое стартап, вообще хотят ознакомиться с этим. Для тех людей, которые хотят уже туда идти, которые решили, что будут точно заниматься стартапом. И для тех людей, которые уже, возможно, есть идея, но они пока не знают, с чего начать. То есть куда идти, как быть, что делать. Вот, собственно, вот на эти вопросы и мы будем помогать людям. Скоро, да, у нас стартует, запустится сайт буквально вот уже, наверное, на днях. А так у нас уже есть Инстаграм, наш канал, про старт, _ ЕКТ, куда можно будет подписаться и познакомиться уже со всей вот именно актуальной информацией. Ну, Егор, спасибо большое. Надеюсь, курсы действительно будут востребованы. Еще надеемся, что они принесут пользу тем, кому вы хотите принести пользу. И очень хотим, да. Люди оттуда почерпнут Да, и мы с Пашей тоже начинаем, открываем свой стартап, да? Да. Это «Утро Якутии», и пришло время поговорить о том, о чем мы предупредили перед уходом на нашу небольшую паузу, а именно о кино. О чем мы анонсировали, да. О кино, которое выходит уже сегодня во всех кинотеатрах страны. Ну а отрадно, что Якутия увидит премьеры одной из первых. Да. Кинотеатры обновили свои репертуарные планы. Давайте же узнаем, что нас ждет в ближайшее время на больших экранах. Фильм «Папы». Картина, состоящая из 4 новелл, в каждой из которых главный герой – папа. Разные судьбы, разные отношения с детьми, бизнес, карьера, деньги. Для многих это вышло на первый план и стало дороже, чем семья и человеческие отношения. Но однажды наступает день, когда герои понимают, главная их задача в этой жизни – просто быть папами. Ты хороший отец. Низ из воды! Мы спасем парня. Я спасу парня. Сейчас вы здесь оба. И эта связь будет вечной, пока существует человечество. «Лулу и Брикс» – фильм о том, как тяжело завоевать чье-то доверие и дружбу, особенно если этот кто-то – собака, работавшая всю жизнь в спецназе. Бывший морской пехотинец мечтает вернуться на службу. В качестве вступительного испытания он должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везет. О мой бог, я прозрел! «Мистер Нокаут» – спортивная драма, основанная на истории жизни легендарного советского боксера Валерия Попетченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Благодаря усердию и дружбе с тренером «Динамо» парень из Ташкента добился невероятных успехов на боксерском ринге. Спортивное руководство страны не желало выпускать ненадежного спортсмена за границу и давать ему право представлять союз на международном ринге. Но стремление быть первым помогает боксеру преодолеть все жизненные и бюрократические препоны на пути к заветной олимпийской медали. Я прославляться не собираюсь. Будешь тренироваться со мной, равных тебе не будет, это я тебе обещаю. «Волк и лев» – еще одна история дружбы между человеком и зверем. Юная пианистка Альма возвращается в дом, где прошло ее детство. Однажды она находит маленьких волчонка и львенка, которые оказались одни в дикой природе. Альма спасает их и втайне оставляет в своем доме. Они взрослеют вместе, и кажется, что дружбу ничего не может разрушить. Но однажды их секрет раскрывают. Львенка ловят и отправляют в бродячий цирк, а волчонка забирают для исследования ученые. Теперь всем троим придется отправиться в невероятное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести семью. Настоящая дружба Они так любят друг друга. не знает преград. Я верну своего льва любой ценой. Стойте! «Волк и лев». В кинотеатрах с 23 февраля. «Сирано» – еще одно воплощение на экране жизнеописания поэта и философа Сирано де Бержерака. Сирано был одинаково хорош и в фехтовальных поединках, и в поэтическом искусстве. Но изъяны во внешности делают для него непостижимым брак с единственной возлюбленной Роксаной.
Все равно признается Роксане в любви, правда говорит и пишет он это от имени молодого новобранца Кристиана, возлюбленного Роксаны, вкладывая свои чувства в его уста. Ты любишь ее? Я обречен боготворить ее лишь издали. Пусть она разрешит наши судьбы. Это должен быть ее выбор. Сирано. Маленьких зрителей на большом экране ждут приключения необычного героя в мультфильме «Кролик Цып и хомяк тьмы». Харизматичный и отважный кролик Цып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыпленок, он сочетает лучшие качества обоих животных. Смотреть не могу. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт – таинственного хомяка тьмы. Кролик Цып и хомяк тьмы. Ты много летающих кроликов видела? Но крылья-то у тебя есть? Не умею я летать! Ты летишь! Вот, долетались! Смотрите в кинотеатрах с 3 февраля. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. В эфире новости. Доброе утро. Росавиация начнет контролировать цены на авиабилеты. Авиакомпании обяжут каждый месяц отчитываться о стоимости билетов в эконом-классе по маршрутам на Дальний Восток, Российский Юг и в Калининград. Поручение контролировать цены на авиабилеты дал Минтранс еще в мае прошлого года. По данным ведомства, в прошлом году цены вернулись к допандемийным значениям. Якутия является лидером в России по объему финансирования программы комплексного развития сельских территорий. В этом году на реализацию госпрограммы выделено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это самый большой объем финансирования по стране. В районах республики ведут 13 школ и спортивных объектов. Ранее глава Якутии отметил, что программа комплексного развития сельских территорий направлена на повышение качества жизни в сельских территориях республики. Молодых специалистов республики приглашают принять участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России». Участники получат возможность побороться за грантовую поддержку до 1,5 миллиона рублей на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. В конкурсе могут принять участие граждане России от 14 до 35 лет включительно. Команды, представившие эффективные решения, получат путевку на международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Более 20 школ Якутии участвуют во всероссийско-китайском образовательном проекте. Учащиеся из 24 школ и 3 колледжей из Якутии начали обучение на дистанционных курсах китайского языка, организованных Ассоциацией довузовских образовательных учреждений России и Китая. Проект позволяет зачисленным на курс ребятам бесплатно изучать китайский язык с высококвалифицированными педагогами-носителями языка в течение года. Презентация книги ветерана педагогического труда, почетного жителя Верхневилюйского улуса Тимофеевой Ульяны Терентьевны состоялась в Верхневилюйской центральной библиотеке. Книга посвящена развитию системы образования района глазами Ульяны Терентьевны, которая более 60 лет проработала в системе образования. Книга вышла тиражом в 50 штук. Она содержит много редких фотографий, статей и анализов практически всех, кто работал в образовании, включая сельские школы. То есть книга является энциклопедическим. Тут нужно сказать, книга посвящена каждому работнику, каждому ветерану системы образования, именно работающих в школах и детских садах. То есть книга охватывает широкий спектр системы образования. Найденного в конце прошлого года в Ленском районе фламинго перевели в общий павильон зоопарка «Роев ручей». Гриша был найден в ноябре прошлого года с обмороженными ногами и в январе доставлен в Красноярск. На момент прибытия он весил 1 килограмм 700 граммов, что критически мало для его возраста. Специалисты определили, что птенец родился весной 2021 года. Птицу выходили ветеринары в карантинной зоне, и сейчас его уже выпустили в общий павильон к стае фламинго. Конечно, немножко взрослые птицы пощипывают его чуть-чуть, но это абсолютно нормально. Фламинго – стайные птицы. Сейчас определится немножко иерархия этого птенца в стае, и все будет замечательно. Главное, что подошли к еде уже в
в постоянном вольере, и птицы уже кушают. Это очень радует. Значит, все прошло хорошо. На этом все. Хорошего дня. 33-летний житель Красноярска Михаил Дик построил иглу, дом из ледяных таких блоков, на острове Татышев, что находится на Енисее. Собственно, построил он это в знак поддержки нашей сборной, наших спортсменов. Организатор праздничных мероприятий Михаил Дик еще летом прошлого года решил частично разделить невзгоды российских спортсменов, которые вынуждены были выступать на Олимпиаде без флага страны и гимна. Мужчина решил создать себе некие искусственные трудности, вдохновившись примером поддержки сборной ОКР со стороны неравнодушных людей, которые организовали флешмобы и снимали видеоклипы. По словам Дика, трудности начались уже во время постройки необычного жилища, когда необычно высокая температура не давала ледяным блокам обретать целостность. Теперь креативщик проживает в ледяной постройке, обеспечив себя всем необходимым. Кроме того, гостеприимный сибиряк всегда тепло встречает посетителей, которые посещают жилой арт-объект. После завершения мирового спортивного первенства Михаил Дик планирует вернуться домой, где, по его словам, он проведет в горячей ванне пару суток. Как бы вот удивить народ маленько, да, как бы креативно тоже подойти и совместить несколько плюсов, потому что этот проект мой не только, ну, то есть понятно, что он настроен на Олимпиаду, но плюс еще внутренний мир мой развить маленько, осознать себя как-то по-другому. Плюс это некий арт-объект для людей, для жителей Красноярска тоже. Прикольные, все приходят, знакомятся, там, смотрят, фотографируют. То есть, как бы пользу делаю во всем. Тюлененок редкого вида, который отбился от своей матери в Греции, спасся благодаря усилиям ученых. Да, они ухаживали за детенышем 4 месяца, а потом выпустили в дикую природу. Что из этого вышло, посмотрим прямо сейчас. Тюлененка редкого вида, которого выбросило на берег в Греции в октябре, выходили и вернули в естественную среду обитания. Детеныша средиземноморского тюленя-монаха обнаружили на пляже на острове Эвия местные жители. Животному, которое отбилось от матери, была всего неделя. Самку взяли под опеку ученые из греческого сообщества по охране тюленей-монахов. Животное, которое назвали Эви, кормили через трубочку. Сначала пюре из рыбы, потом филе, а затем ему бросали целую рыбу в бассейн. Спустя 4 месяца Эви выпустили в море у берегов острова Ярос. Ученые рассчитывают, что она найдет свою семью. Всего в мире насчитывается около 600 особей тюленей-монахов. В Греции обитает около 300. Зоозащитники спасли 31 животное, и половину из них успешно выпустили в дикую природу. Паш, скажи, есть ли среди твоих знакомых кто-либо, кто похож на какую-нибудь знаменитость? Какую-нибудь? Ну, на какую-нибудь, может быть, и похож. На самом деле, никогда особо не замечал какого-то прям очевидного сходства, поэтому, наверное, нет. Ну, а вот хотя у нас... кто-то говорит, что я похож на Криса Эванса. Да. Сам лично. Я думаю, что тебе льстят, да. Я тоже так думаю. Да, а вот герой сюжета Ирины Григорьевой, поэт и актер Александр Ясень, имеет сходство с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо. Уроженец Алдана, сейчас он проживает в Москве. О том, каково это быть похожим на Лео, узнаем в следующем материале. Как хочется сбежать мне отовсюду, уехать в край, далекий и родной, и словно самую любимую подругу обнять свой берег детства золотой. Москва, Кремль. Леонардо Ди Каприо в центре Златоглавой читает стихи. Знакомьтесь, это Александр Ясень, двойник американского актера. Александр родился на берегу Черного моря, но все его детство прошло в Якутии, в Алдане. Александр Ясень – известный поэт и актер. Признается, впервые внешнее сходство с американским актером еще в молодости заметила его девушка. После выхода фильма «Титаник» его часто сравнивали с голливудской звездой. Фирменный прищур Александр внешне даже похож на тот самый прищур Леонардо Ди Каприо. На берегу моря я был красивый, загорелый, потому что у него тоже кожа такая немножко как бы всегда с загаром. И солнце светило ярко, и у меня был, видимо, мой прищур, мой фирменный прищур. Этот фирменный прищур похож на фирменный прищур Леонардо. И ко мне подошли девчонки, а я тогда, мне было уже лет 25,
я уже как поэт тогда двигался, песенник, и снимался часто во всяких передачах, шоу, ток-шоу. Мне было очень приятно. Я подумал, что хотят со мной сфотографироваться, потому что меня узнали, увидели по телевизору. Такое бывало. И в Москве даже, на Красной площади. Именно меня узнавали. Но тут оказалось, что узнали не меня, а Ди Каприо во мне. Александр – многогранная творческая личность. Он актер, поэт-песенник, режиссер. В 16 лет он уехал в Москву за своей любовью, а нашел свой путь – путь творца. Скажи, о, женщина моя, зачем я выдумал тебя? Зачем я создал твой портрет? Зачем узнал твой силуэт? Александр писал стихи и песни для многих известных артистов. Среди них Варвара, Согдиана, Полина Гагарина, Митя Фомин, Игорь Куприянов и другие. Сходство с американским актером Александр воспринимает философски и даже чувствует с ним некую кармическую связь. После того, как закончил актерское мастерство, я пошел учиться на режиссуру. А как раз в это время Леонардо получил Оскар. Вот. А я сам с Якутии. И вот как раз случилась эта интересная история с тем, что наши якутяне отлили серебряный Оскар. Вот. И это все было так забавно, что вот я чувствовал, что это какую-то кармическую связь, что ли. Я сам из Якутии, вот, похож на Леонардо. У меня корни еще есть и с Украины. Говорят же многие, что у Лео бабушка с Украины, да? И у меня бабушка с Украины. И этот Оскар. И вот как-то бах, и что-то такое интересное произошло, вот, и возникла какая-то идея. Идея сделать фильм «Якутский Ди Каприо» появилась несколько лет назад. История фильма связана с популярной темой подмены, как в фильме «Принц и нищий». Проект поддержали актеры театра юного зрителя из Якутска, а также его друзья и единомышленники. Тизер фильма уже готов. Сейчас команда в поиске финансовой поддержки. «Двойник» — это как бы повод, понимаете? То есть, чтобы показать вот это вот сравнение некоторое между Россией, Америкой. В первую очередь я хочу показать колорит. Я хочу показать, еще особенно на фоне всех этих политических передряг, что Россия другая, что она прекрасна. Александр отмечает, работа актера дает уникальную возможность прожить множество разных жизней. Играть других людей – это шанс расширить свои границы, стать лучше и сильнее. А главное для него, как и для каждого артиста и актера, это найти своего великого режиссера. Каждая роль для Александра – это испытание, в котором он стремится перенести на персонаж частичку себя, настоящего. Если даже внешне он похож на американского актера Леонардо Ди Каприо, то душа у него, несомненно, наша, русская. Как в девушку влюбленный я в дорогу и в красоту других далеких мест. Но я одну тебя люблю, как Бога, как Бога. Земля моя, награда и мой крест. Ирина Григорьева, «Утро Якутии». Ну а мы не зря заговорили о двойниках. Наша передача объявляет конкурс для вас, наши дорогие телезрители. Да, именно конкретно конкурс двойников. Если вы сами или, может быть, ваши знакомые, по вашему мнению, похожи на кого-то из знаменитых людей известных, то свои фотографии, а лучше сразу фотографию так со сравнением, присылайте на наш номер WhatsApp 8 914 273 4488 или личными сообщениями в Инстаграме «Утро, _ Якутия». А 1 апреля мы подведем итоги этого конкурса. Главный приз этого конкурса, что немаловажно, это, конечно же, профессиональная фотосессия в образе. Да, поэтому принимайте активное участие, будьте с нами, смотрите нас каждое утро. Увидимся с вами завтра в 7 часов утра. До встречи, хорошего дня.